Доброе утро, дорогие телезрители! Начинаем новый рабочий день в отличной компании. Руслан Очиров. И Вероника Томтосова. У нас, как всегда, самые хорошие новости, самый точный прогноз погоды от гидрометеослужбы, потому что лично созванивались. Вот вчера разговаривали о том, что скоро потепление. Ну, конечно, прекрасные гости и отличные советы. Сегодня, кстати, даже медицинские. Да. Ну и мы всегда по традиции предлагаем вам подписаться на наш также телеграм-канал «Утро Якутии», где мы выкладываем самые интересные сюжеты, новости и иногда дарим подарки. Поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал, используя QR-код, который вы видите на экранах. И, кстати, переходя плавно к погоде, хотелось бы отметить, что вчера шел дождь, а ночью был заморозок, поэтому если ваш автомобиль, я сегодня еле-еле дверь открыл, потому что она замерзла, поэтому пораньше поставьте на прогрев, ну а те, кто добирается, соответственно, пешком, будьте аккуратны, на улицах гололед. Очень сильно, да, скользко, поэтому если есть вот специальные приспособления, я думаю, что Руслан подробнее потом как-нибудь о них покажет, что-нибудь нам расскажет, то их обязательно одевайте на обувь, особенно что касается детей и пожилых людей. Ну и о погоде. Так, в центральных районах -3 +3, в Заречной группе 1,6 градусов выше 0, в южных -2 +2, в Вилюйской группе -3 +2, в Нижнеленских от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, в западных от -3 до 0 градусов. В Колымо-Индигирской группе Улусов 3 градуса ниже 0 и днем +7. В Янских от -5 до +6, на северо-западе 9 градусов ниже 0. В столице в 6 часов утра температура воздуха составила -1 градус, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Штиль сегодня днем малооблачно, без осадков, ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Температура в столице днем составит 5 градусов тепла. Такие прекрасные кадры, да, с крыльями. Что такое увидеть с утра пораньше? Мне кажется, поднимает настроение всем без исключения. Увидеть и протереть глаза. Ну почему? Вообще любой эпатаж, такой красивый эпатаж, я считаю, что это всегда направлено на окружающих, потому что, безусловно, яркие краски добавляют в жизнь что-то хорошее. Поэтому одевайтесь потеплее, но можно уже с весенним колоритом. Ну а прямо сейчас переходим к последним новостям. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Ипотечный рынок по числу выданных кредитов может откатиться на 8 лет назад. Агентство «Национальные кредитные рейтинги» прогнозирует сжатие рынка на 30-40% по сравнению с прошлым годом. Однако аналитики отмечают, что даже этот скромный объем в 2025 году будет более чем на 80% обеспечен льготными ипотечными программами, прежде всего семейной ипотекой, ставки по которым ниже средней стоимости кредитов, выдававшихся 8-9 лет назад. В Амгинском районе продолжается ремонт с последующей укладкой асфальта на автодороге Амгана. Сегодня дорожная организация продолжает устройство землеполотна, а также завершает укладку 12 водопропускных гофрированных труб. С учетом темпа выполнения дорожных работ подрядчик намерен запустить асфальтобетонный завод к концу мая. В дальнейшем на региональной дороге Амга планируется капитальный ремонт участка с 90 по 138 километр. Защита от болезней доступна каждому. В Якутии стартовала Всемирная неделя иммунизации, призванная подчеркнуть важность профилактики заболеваний и привлечь внимание к необходимости коллективных действий для защиты здоровья населения. Иммунопрофилактика проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, который включает обязательную вакцинацию против 12 инфекций – гепатита Б, туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка и гриппа. Жители Якутии могут пройти вакцинацию в поликлиниках по месту прикрепления. Ну, мы ставим прививки взрослому населению от дифтерии и столбняка. Мы должны получать их каждые 10 лет, потому что эти инфекции, они у нас в природе есть, они никуда не уходят. И мы вообще здравоохранение ставит эти вакцины уже давным-давно, уже с детского возраста мы их получаем, поэтому тоже во взрослой жизни мы их получаем каждые 10 лет. Можем заразиться, работая где-то на полях, либо если у нас какие-то животные могут кусить же, да, мы можем ими заразиться тоже. Поэтому стоит обезопасить себя. Иммунитет стойкий на 10 лет сохраняется.
Старые снимки в современной обработке. Администрация Чурапчинского района передала Дому Арчи две реконструированные фотографии. На них изображен якутский национальный праздник СЭХ в Батурусском, ныне Чурапчинском районе. Фото стали обновлением старинных карточек, сделанных известным этнографом Владимиром Йохельсоном 5 мая 1902 года. Сами оригинальные снимки хранятся в Нью-Йоркском музее естественной истории. А Йохельсон очень большой вклад внес в нашу культуру, в сохранение нашей культуры. Поэтому мы сейчас видим его фотографии старинные, да, которые вот в свое время Зинаида Ивановна Унарова, наша высокоуважаемая искусствовед, заслуженный деятель России, нашей республики, она была в Нью-Йоркском этнографическом музее, и она нашла те фотографии Владимира Йохельсона, которых мы не знали. Поэтому мы сейчас воочию знакомимся историей и культурой нашего народа. В честь 95-летия якутского радио стартовала запись первого полноценного аудиоромана. Произведение Николая Якутского «Судьба» обретет голос заслуженного артиста Республики Саха Кирилла Семенова. Работа над проектом продлится 3 месяца. Готовую версию аудиокниги можно будет услышать в мобильном приложении «Тетим», а ежедневные отрывки в эфире радио Саха с 10 утра. Этот проект знаменует новый этап сохранения культурного наследия. Если ранее в эфире звучали лишь отрывки из якутской литературы, то теперь слушатели могут познакомиться с полной версии произведения. Мы желаем доброго утра всем, кто к нам присоединился, и перемещаемся в Алдан, где на фоне заснеженных улиц состоялось яркое событие – ежегодный забег в купальниках. Это необычное мероприятие собрало смелых участниц, готовых бросить вызов зимним холодам и общественным стереотипам. Организаторы создали атмосферу праздника, где главными ценностями стали не спортивные результаты, а чувство единства, радость от жизни и принятие себя. Каждая участница продемонстрировала удивительную внутреннюю силу и уверенность в собственной привлекательности. Мероприятие в очередной раз доказало, что счастье заключается не в достижении идеальных стандартов, а в умении наслаждаться моментом. Этот необычный забег стал настоящим праздником свободы самовыражения, напоминающим простую, но важную истину. Жизнь прекрасна здесь и сейчас. И не стоит откладывать счастье в ожидании идеального момента. Мне кажется, потрясающие кадры в кокошниках, в красном цвете. Я бы, честно говоря, тоже покупалась с ними в сугробе. Ну да, действительно, мы только что наблюдали, как самые отчаянные красавицы бросили вызов морозу в купальниках. Адреналин, восторг и, конечно, вопрос. У некоторых возникает, а не перебор ли это с утренней бодростью? Если нырять в сугробы в плавках не ваш вариант, у нас есть идея, как зарядиться энергией без риска обморозить нос. Переходим к зарядке для тех, кто любит тепло, уют и начинает день с позитива. Давайте вместе отложим кофе и на минуту разомнемся. Всем доброе, бодрое утро. С вами я, тренер Никулина Марина и Света Дерюгова. Сегодня мы с вами сделаем разминку с акцентом на ноги и ягодичные мышцы. Будем работать в паре, а вы можете взять своего родного человека, мужа, жену, детей. Итак, это будет весело, такой маленький тимбилдинг, так скажем. Начнем нашу разминку. Упражнение с суставной разминки, как обычно это делается, простите. Поехали. Руки положили на пояс, ноги на ширине плеч и рисуем полукруг головой. Осторожно, слева направо 10 раз. Делаем вдох, выдох. Очень осторожно. У нас на шее много кровеносных сосудов и нервных окончаний, поэтому не дергаем. Вдох, выдох. Итак, 9, 10. Хорошо. В руки вниз опустили. Делаем 4 оборота вперед плечами. И раз, два, три, 4. Хороший. И назад 4. Раз, два, три, 4. Хорошо. Правую руку наверх подняли. И раз, два, три, 4. Теперь левую. Раз, два, три, 4. Молодцы. Теперь делаем внимательно магнитные вращания. Держим запястья вместе и уже их не расцепляем. Делаем 4 оборота. Раз, два. Не спешим. 3, 4. И к себе 4. Раз, два, 3, 4. Отлично. Руки на пояс положили. Делаем обороты. Хороший оборот. Разогреваем поясницу. 5 раз в одну сторону. И поехали в другую. И раз, два, три, 4, 5. Хорошо. Ноги чуть пошире поставили. Делаем наклоны вправо. 4 раза. Поехали. Раз, два,
3, 4. Молодцы. Теперь налево. И раз, два, три, 4. Отлично. Теперь ноги ставим еще шире. Будем делать наклоны, разогреем поясницу. 2 раза на правую ногу. И раз, два. Посередине. Раз, два. На левую. Раз, два. И последний подход на серединку. Раз, два. На правую. Раз, два. Хорошо, встаем, ножки собираем, руки кладем на пояс, поднимаем ногу правую и разогреваем тазобедренный сустав. Вращаем 5 раз от себя. Угу. Если не получается держать равновесие, можно ногу ставить целиком на пол. И к себе. Раз, два, три, 4, 5. Отлично, ножку поменяли, делаем хороший оборот от себя. 5 раз. 2, 3, 4, 5. И к себе. Раз, два, три, 4. И закончили 5. Отлично. Ножки вместе. Руки кладем на коленки. Рисуем круг 5 раз в одну сторону. Очень аккуратно. 3, 4, 5. И в другую сторону. Раз, два, 3, 4, 5. Отлично. Остались голеностопные суставы. Ноги ставим на ширине плеч. И поднимаемся на носочек. Вдох, опустились, выдох. На пятку перекатились и качаемся. Пятка, носочек. Отлично. Теперь по очереди. Так, шагаем. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Делаем глубокий вдох спокойно через нос. И выдох. Спинку скруглили. Еще раз вдох через нос. И выдох. Спина круглая. Выдох. Хорошо. На этом наша утренняя зарядка подошла к концу. И с вами была Света и Марина. Прекрасного дня! Мы размяли тело, теперь разминаем ум. После отличной физической разминки предлагаем вам увлекательную зарядку для мозга. Продолжим изучать якутский счет. В прошлый раз мы освоили числа от 1 до 20, а сегодня продолжим и досчитаем до 100. Добрый день! Ütü gününen. Ütü gününen. Сегодня мы научимся вести счет на якутском языке до 100. Sürbe 1, Sürbe 1. sürbe 2, Sürbe 2. sürbe 3, Sürbe 3. sürbe 4, Sürbe 3. 4, 4. sürbe 4. Sürbe 4. Молодец. Sürbe 5, Sürbe 2. sürbe 5, Sürbe 5. sürbe 6, Sürbe 6. sürbe 7, Sürbe 7. sürbe 8, Sürbe 8. sürbe 9. Sürbe 9. Запомнили 20, далее сосчитали до 29 и теперь запоминаем 30. 30 будет отут. Вот тут. И далее считаем до 40 по этому же методу. Давайте ускоримся. Хорошо? Угу. Чуть быстрее будем считать до 40 таким же методом. Отут 1, Вот тут 1. отут 2, Вот тут 2. отут 3, Вот тут 3. отут 4, Вот тут 4. отут 5, Вот тут 5. отут 6, Вот тут 6. отут 7, Вот тут 7. отут 8, Вот тут 8. отут 9 Вот тут 9. и стоп. Числительные после 30 образуются путем присоединения числительным до 10, числительное 10. То есть к однозначному числительному присоединяем число 10 и получаем следующий счет. 40. Тёрдон. Тёрдон. То есть 4 плюс 10. Дословно. Ага. 50. Без он. Без он. Угу. Но произносим мы его как бегон. Бегон. Угу.
Далее 60. Алтаон. Алтаон. 70. Сеттеон. Сетеон. 80. Агыс-он. Агыс-он. 90. Тогус-он. Тогус-он. Но произносятся они как будто слитно. Тёрдон, бегон, алтаон, сеттеон, агыгон, тогугон. Так, и далее запоминаем число 100. 100 будет на якутском языке сюсь. Сюсь. Отлично. Было сложно. Очень много слов, как будто, да? Но если запомнить метод образования, то все очень просто. Итак, мы прошли числительные до 100. Теперь можно дома немного потренироваться и даже заниматься математикой. Кырсех Кадери. Курсахадери. Один из лучших способов освоить новый язык – это чтение книг. Каждый текст погружает в живую речь, расширяет словарный запас и знакомит с культурными особенностями. Однако знали ли вы, что каждая книга — это не просто текст, а интеллектуальная собственность? Авторское право — это щит творца, который защищает текст, иллюстрации, оформление и даже структуру книги. Без него любой мог бы перепечатать ваш роман и зарабатывать на нем. Как работает авторское право в издательском деле, какие подводные камни есть у писателей и издателей и почему так важно защищать творчество? Давайте разбираться. Сегодня у нас в гостях заведующая издательским центром научно-исследовательского центра Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия Наталья Игнатьева. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите про авторское право в издательском деле. Авторское право – это защита прав автора на созданное им произведение, то есть это его интеллектуальная собственность, которую никто не имеет права использовать по своему усмотрению. И как и в любом деле, так и в издательском, защита человека, защита прав человека, то есть в нашем случае автора, это ключевая наша задача. И это касается не только прав автора текста книги, но и, как вы сказали, это касается иллюстраторов, дизайнеров, редакторов, всех специалистов, которые задействованы в создании книги. Ну, то есть, получается, необходимо указать свое авторство, соответственно, и в последующем его использовать уже не могут. То есть с момента заявления о том, что это ваше. Да, авторское право возникает в тот момент, когда произведение создано. И регистрировать авторское право не обязательно, но желательно. И издатели и авторы сейчас пользуются такой услугой, как цифровое депонирование. Это такой альтернативный способ регистрации авторских прав. По депонированию выдается автору свидетельство, где указывается дата и время возникновения авторского права, и вот с этим свидетельством автор при случае, когда нарушается его право, да, он может обращаться, предоставить суд. Доказать, что он был первым. Да. Какие еще виды авторского права бывают? Вида авторского права, их всего 3. Это личные, неимущественные, то есть это право на имя, неприкосновенность и обнародование. Это право у нас бессрочное, то есть без срока, и оно не передается другим лицам. Второй вид – это имущественное, исключительное, да, оно может передаваться другим лицам в коммерческих целях. Автор может получать за это вознаграждение, и в договоре указывается срок. А также есть иные права – это право доступа исследованиям. Это, например, когда автор может получать выгоду от переиздания или перепродажи своего произведения. Расскажите про виды договоров между автором и издательством. Сейчас издательства заключают лицензионные договора. Лицензионные тоже разделяются на 2 вида. Это исключительная лицензия или не исключительная. При исключительной лицензии автор не имеет права заключать, сотрудничать с другими издательствами.
А при неисключительной он, напротив, может там свое произведение как бы издать в нескольких издательствах или продавать. А какие самые вот распространенные нарушения вот в сфере издательского права? В сфере издательского права, конечно же, есть нарушения. Это очень распространено. Это, например, нарушение прав на авторские объекты. Это, например, когда используются шрифты. Шрифты тоже имеют авторов или правообладателей без указания авторства или правообладания. Очень часто используют шрифты, иллюстраторов, фотографии, даже цитаты даже из книг, да, даже частичное такое вот, оно считается нарушением. Ну, получается, что на данный момент автору очень необходимо, как и, получается, иллюстратору, зарегистрировать свое право. Да, и я бы советовала все-таки регистрировать. И, кстати, вот авторское право распространяется не только на изданные произведения, но и на те, которые не были представлены широкой массе. То есть можно просто написать, как говорится, в стол. Рукопись, да? Да, рукопись. И депонировать. Но это очень легко сейчас по интернету делается. Можете рассказать, познакомить нас с работой вашего издательского центра? Кто издается и каких бы авторов вы хотели отметить? В 2018 году у нас впервые было образовано электронное издательство при Национальной библиотеке, которое в 2021 году мы переименовали в издательский центр Национальной библиотеки, так как у нас как бы больше объема стало. И в основном мы издаем научные учебные книги. К нам обращаются работники и преподаватели в научной сфере, СВФУ, АГИКи. И, конечно же, мы работаем еще и с другими авторами. В последнее время у нас стали выходить мемуарные, публицистического характера книги. И большой плюс в том, что мы издаем не только известных авторов, да, но и тех, которые вот только начинают свой путь, и это все на безвозмездной основе. Мы издаем электронные книги, то есть выдаем автору электронный макет, то есть электронный макет его книги размещается в электронной библиотеке, нашей библиотеке. То есть любой человек с любого уголка планеты, он может ознакомиться с его произведением. Ну и в последующем этот макет можно распечатать. В последующем можно распечатать, тоже рассматриваем такой вариант. Но у нас как бы электронное издательство, а с нас только вот электронный макет книги. Ну верстка, это же очень дорогое удовольствие. Да. Туда входят все вот издательские процессы. Это редактирование полностью, даже научное, корректирование, верстка, дизайн, все. То есть полностью. В целом, то есть можно написать произведение, обратиться к вам, и вы уже... Да, на безвозмездной основе мы сделаем вам полностью макет книги. Ну и самое главное, после того, как это издадут даже в электронном виде, авторство будет уже установлено. Да, мы заключаем договор сразу же, и все вот права принадлежат автору, все это у нас есть. И очень большой плюс нашего издательства, что мы полностью присваиваем все номера индекса, да, это, например, ИСБН, УДК, ББК, то есть все по правилам, по ГОСТу оформляется, поэтому с книгой, которая у нас издана, автор может участвовать везде, представлять везде, и мы отправляем еще научные работы, это очень важно для ученых, в электронную научную библиотеку e-library. То есть это тоже большой плюс для ученых. Который позволяет статистику даже вести, да? То есть цитирование и дальнейшее размещение. Очень хорошая вообще вещь. Спасибо вам за подробную информацию. Я уверена, что те, кто еще не издал свои статьи, свои какие-то библиографические, может, очерки, они займутся. Да. Спасибо большое. Спасибо. За годы Великой Отечественной войны из Якутии были призваны более 63 тысяч якутян. В числе фронтовиков, воевавших на полях сражений, были и якутские писатели. Они оставили после себя огромное литературное наследие, на котором выросло не одно поколение. Писателей уже нет с нами, а их произведения и боевые подвиги остались в памяти народной и продолжают учить современную молодежь доброму и светлому. Сегодня об этом расскажет рубрика «История в кадрах». Здравствуйте!
Меня зовут Егор Пеньков. Я ведущий методист Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов народ нашей огромной страны встал на защиту Отечества. В числе фронтовиков, воевавших на полях сражений, были и якутские писатели. Они вдохновляли людей, писали о сражениях, о бойцах, героев, защищавших Родину, вселяя надежду на скорую победу. На этих кадрах в Восточно-Сибирской студии кинохроники вы видите поэта-переводчика Иннокентия Ивановича Артамонова. Иннокентий Иванович – участник боевых действий с Японией в 1944-1951 годах. Был снайпером стрелковой дивизии Забайкальского фронта, штурмовал город Хайлар, принимал участие в переходе через труднодоступный горный хребет Большой Хинган. Среди основных произведений о Великой Отечественной войне можно отметить стихотворение «22 июня», «Артиллеристы» и «Салют Победы». А вот на этих кадрах перед нами Серафим Иванович Кулачиков-Эллей, народный поэт Якутии, переводчик. В 1942-1944 годах участвовал в боевых действиях в Калининском направлении и под Старой Руссой в составе 22-го боевого минометного полка. В 1944 году был демобилизован после тяжелого ранения. Многие его стихи стали народными песнями. Элляй – один из популяризаторов дореволюционной и русской советской поэзии. Он перевел на якутский язык поэму Пушкина «Медный всадник», поэму Маяковского «Владимир Ильич Ленин», отдельные произведения Тараса Шевченко, Николая Тихонова и других. Также в фондах аудиовизуального центра хранится кинодокумент, где народный писатель Якутии Василий Сергеевич Соловьев-Болот-Ботур встречается со своими читателями. Василий Сергеевич в 1942 году был призван в Красную армию и отправлен на Калининский фронт в составе 20-й особой лыжной бригады. Участвовал в освобождении Калининской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, Эстонии, Украины, Польши. Воевал и в Германии. Талант Болот-Ботура щедро раскрылся в жанре прозы. Он автор широко известных романов, таких как «Весенние заморозки» и «Пробуждение». Произведения якутских писателей оказывают большое воздействие на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Их творческое наследие навсегда останется в памяти народной, вызывая истинные чувства радости и гордости. Это была рубрика «История в кадрах». История мужества на страницах якутской литературы. Очень важно хранить историю, и мы благодарим Национальный центр аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия за сохранение уникальных видеокадров. И продолжая историческую тему, мы с вами сейчас перенесемся в поселок Хандыга, где узнаем историю одной из улиц. Мы находимся на центральной улице поселка Хандыга. Раньше она называлась Октябрьская. Вплоть до 90-х годов вдоль улицы стояли жилые дома, магазины. С правой стороны находились столовая и детсад. Так как она берет свое начало от площади Ленина, она всегда была многолюдной. Здесь проходили и проходят все массовые празднования. В 1999 году главная улица Хандыги была переименована на имя Егора Дмитриевича Кычкина. Не ошибусь, если скажу, что его знает вся республика. Егор Дмитриевич был видным государственным и партийным деятелем. Он 16 лет возглавлял Тампонский район. Именно при нем преобразились Хандыга и Тампонский район. Улицы оделись в бетон, выросли каменные дома, открыты крупные предприятия. Нефтебаза, завод строительных материалов, молокозавод, больничный городок. Улица Егора Кычкина с каждым годом становится все краше. В начале 2000-х построена площадь Победы и конструирован стадион. Потом возведены православный храм, горно-геологический техникум, Хандыгская школа искусств. Сейчас улица Егора Дмитриевича Кычкина – одна из самых зеленых и красивых улиц райцентра Тампонского улуса. Самое время заглянуть в календарь истории. 23 апреля – день, который подарил миру гениев, изменил культуру и даже запустил эру видеоблогинга. Например, именно в этот день, в 1564 году, родился Уильям Шекспир, мастер слова, чьи пьесы до сих пор заставляют нас плакать и смеяться. 23 апреля еще и Всемирный день книги и авторского права. Совпадение? Не думаем. Ведь Шекспир и книги как «не разлей вода». Неразлучные спутники. И обо всем этом и не только в нашей следующей рубрике.
На календаре 23 апреля. Сегодня Всемирный день книги и авторского права, Всемирный день настольного тенниса и День английского языка. По народному календарю Терентий Марьевный. На Руси считали, что солнце в этот день должно показываться в мареве, то есть в тумане. Отсюда появилось и прозвище святого Терентия. Если солнце при восходе было окружено дымкой, то год обещал быть хлебородным. А если небо оказалось ясным, крестьяне считали, что придется поле перепахивать. Этот день в истории. В 1836 году в Петербурге вышел первый номер журнала «Современник». В 1857 году император Александр II утвердил государственный герб России – двуглавого орла. В 1907 году Джек Лондон отправился в плавание вокруг света. В 1908 году в Москве началось одно из самых больших наводнений в истории города. В 1951 году учрежден Олимпийский комитет Советского Союза. В этот день родились Уильям Шекспир, английский драматург, поэт; Макс Планк, немецкий физик, основатель квантовой теории, нобелевский лауреат; Глеб Скороходов, советский российский писатель, телеведущий, заслуженный деятель искусств России; Лев Прыгунов, советский российский актер театра и кино, художник, народный артист России. Именины сегодня отмечают Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор и Яков. В преддверии великого юбилея 80-летия Победы Государственный театр оперы и балета Республики Саха-Якутия готовит пронзительную премьеру. На сцене живет история, написанная самой жизнью. Моноопера Григория Фрида «Дневник Анны Франк». Действие оперы разворачивается в 40-е годы в Голландии, оккупированной фашистами. 13-летняя Анна Франк вместе с семьей вынуждена скрываться 2 года. Монолог Анны, написанный в ее дневнике, становится центральной темой оперы. Премьера состоится в рамках празднования юбилея Победы, подчеркивая важность сохранения памяти о трагических событиях и героизме людей. Сегодня у нас в гостях Татьяна Савинова, главный режиссер Государственного театра оперы и балета, отличник культуры Республики Саха-Якутия, и Юлия Караченцева, солистка оперы, театра оперы и балета, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Татьяна, расскажите, почему выбор пал именно на монооперу? У нас работает вот с этого года камерный зал, и вот именно камерный зал и экспериментальная площадка, которая уже была, они служат они помогают привлечь новую аудиторию к оперному искусству, и поэтому в этот раз я выбрала Анну Франк, потому что это год весь посвящается 80-летию Победы. И это пронзительная история. Меня, конечно, это просто по любви к Анне Франк. Эта девочка, несмотря что ей 13 лет, она подросток, она взрослеет за эти 2 года, которые они жили в этом убежище. И книгу, которую написали по дневнику Анны Франк, она очень, как правильнее сказать, поучительно. Вот читая, уже начинаешь ценить жизнь уже в мелочах. Насколько сложно вот исполнять такую оперу, если она моно, тем более, то есть я понимаю, что вы одна исполняете все произведение. Ну, на самом деле для меня это первый опыт исполнения монооперы. Я всего лишь год как солистка театра оперы и балета, и это большая ответственность, конечно же. Плюс ко всему музыка в моноопере очень сложная, просто невероятно сложная. Я никогда ранее не исполняла что-то подобное, поэтому сейчас вот все силы брошены на то, чтобы изучить материал и достойно представить монооперу людям. Удалось ли проникнуться вот этой историей? Ранее сталкивались ли вы с ней? Вообще, к сожалению, раньше не сталкивалась именно с этой историей, но я очень рада, что мне посчастливилось с ней ознакомиться. Вообще, это очень трогательная история и очень тяжелая, потому что 7 человек 2 года просидели в заточении
не видя света, новостей. Новости приносили только извне, так же, как и продукты, и одежду. И вот все мы прекрасно знаем, что такое сидеть в заточении. Вот мы сами это прошли, самоизоляция, как бы. Но это совсем другая история, конечно же. Но вообще вот 7 человек в одном помещении 2 года, тем более все 2 года они жили в страхе, что изо дня на день могут нагрянуть гестаповцы и просто забрать в неизвестность. Ну, действительно, очень серьезная история. И вот на какую аудиторию, да, определена? Есть ли какие-то возрастные рекомендации? Есть с 12 лет можно, потому что они более с 12 и взрослые ознакомлены могут быть с историей Анны Франк и вообще с историей Великой Отечественной войны. А до 12 им нужна подготовительная речь или подготовительный разговор о войне. А скажите, вот с какой аудиторией приятнее всего, допустим, работать, да, и какой жанр зрители сейчас воспринимают лучше всего? Ну, я до последнего противилась, но мне нравится, да, вот детская аудитория. Я это сказала. Ну, то есть сложно, да? Мне приходилось, да, ставить детские постановки и по ходу дела уже мне понравилось. Да, я сама участвовала в детской опере, и на самом деле дети — это удивительная аудитория, потому что они буквально все воспринимают. То есть они действительно верят, что ты злодейка, и так искренне радуются, что, например, вот у нас ставилась опера «Гензель и Гретель», и они так радовались, что вот меня закинули в печь и сожгли. Такая искренняя радость, что, конечно, поражает вот эта детская наивность. Но мне приятно, что дети могут познакомиться с таким серьезным жанром через вот легкие сказки. С другой стороны, это показывает, что вы донесли роль. Да, мы старались, правда, как могли. Но у вас очень много участия в конкурсах различных. Какие планы в дальнейшем? Вот, что бы вы хотели исполнить? Какая, может быть, ваша мечта? Ну, знаете, вот как таковой мечты нет, но так как я всего лишь год работаю в качестве солистки театра оперы и балета, мне хотелось бы, конечно, крепче встать на ноги, потому что сейчас вот этот год прошел больше как ознакомительный, что ли, подготовительный для меня. И в будущем я хотела бы уже выйти с серьезными ролями, посерьезнее, чем сейчас, например, вот, и одержать победу в каких-то конкурсах, например, более серьезных, чем сейчас. Ну а какие у вас дальнейшие планы? То есть открытие нового зала — это всегда очень такое волнительно. Вот и вы говорите, что начали работать с детской аудиторией. Что мы увидим в следующем сезоне, в конце этого сезона? Ну, я обычно не рассказываю о своих планах. Хотя бы приоткрыть завесу, в каком направлении ждать, чтобы все готовились вести, может быть, детей классами. В общем, сейчас аудитории нравится жанр, по-моему, с национальным колоритом. И они ждут какого-то вот большого нового проекта, да, в национальном колорите. Ну, ждем что-то интересное, значит. А что касается монооперы, когда будет премьера, когда можно будет посмотреть? 29 мая. Государственный театр оперы и балета. Да. Спасибо вам большое, желаю вам дальнейших творческих успехов и спасибо, что украсили наш эфир. Спасибо большое. Я очень рада вас видеть. Спасибо. Искусство способно преображать не только души, но и пространство вокруг нас. Живописные картины с видами природы, родного края, тропические животные и растения. И это не картинная галерея, а подъезды обычной многоэтажки. Жители одного из домов Якутска по собственной инициативе с помощью молодых художников украсили свой дом и теперь живут в окружении расписанной красоты. В необычном подъезде побывала и наша съемочная группа. В 2 подъездах дома по улице Петровского теперь не заблудишься. Каждый этаж имеет свое лицо, свою картину. Идея росписи стен и лестничных пролетов пришла к самим жителям еще в ковидные времена. Как-то я пришла в свой обшарпанный старый подъезд, и, знаете, мне стало очень грустно. Поэтому я подумала, а давайте
попробуем сделать красоту и в своем доме тоже. Почему мы кто-то может, а мы почему не можем? Задумано, сделано. Инициативу поддержали другие жильцы дома, а за реализацией обратились в колледж креативных индустрий. Для студентов это был первый подобный опыт. Хороший опыт, первый раз. Можно будет потом похвастаться, что вот в таком подъезде у нас свой рисунок есть. Новый опыт с работой с красками другого типа. Также опыт работы в формате огромном. Мы раньше никогда не рисовали на таких огромных форматах. Немного утомляет, но это того стоит. Сначала было страшновато рисовать, а потом, когда научились, стало намного легче. Первые этажи удалось завершить быстро, однако потом наступила пауза, и к оставшимся верхним этажам вернулись лишь недавно, и уже на опыте, чуть больше чем за неделю, работа была сдана. Жильцы дома довольны результатом. Это восхищает, конечно, это очень приятно. В целом настроение поднимается, выходя в подъезд, ощущение такое, как будто ты выехал на море. Если в первом подъезде изображения животных и птиц вполне себе реалистичные, то во втором ребята решили поэкспериментировать и призвали на помощь даже искусственный интеллект. Жильцы запросили украсить их подъезд, поэтому и запрос у них был именно на тропические темы. Поэтому мы взяли картинки с помощью искусственного интеллекта, выбрали их и подходящие, получается, нарисовали. Созерцая на такую красоту, жители подъездов вдохновились и на обновление более радикальное. С помощью своего ТСЖ поменяли плитку на лестничных площадках, почтовые ящики и даже лифт. Когда вы выбирали, что рисовать, то я сказала, что мы будем якутскую тематику, где мы живем, что природа ли, флора, фауна, что здесь будет, что было наше. Жители, в общем-то, довольны, я так вижу. Я пораскидала всем знакомым по WhatsApp, всем очень нравится. На этом решили не останавливаться. Теперь хотят покрасить фасад дома. И по-хорошему им завидуют соседи из других домов. А студенты колледжа, получив новый опыт, уже берут заказы. Туяра Филиппова, Виктор Дичковский, Якутск. Отрадно, когда жители многоквартирного дома неравнодушны, относятся не только к своему подъезду и делают все, чтобы глаз радовался не только их собственной жилплощади, но и общее, чтобы была красивой. Для тех, кто любит растения, заводит комнатные цветы, либо уже готовит рассаду на подоконниках, будет полезна наша следующая информация из постоянной рубрики «Сад-огород». Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать про фитосвет. Сейчас продается очень много видов фитоламп. Наверняка там все мы покупаем розовые, но технологии не стоят на месте. И сейчас продают более качественные и мощные лампы, которые на 90% повторяют солнечный свет. Спектр многофункциональный, и такие лампы подойдут как для рассады, так и для крупных растений. Например, лампа, которая у меня в руках, она имеет алюминиевый цоколь, тем самым она не будет перегреваться, и растения не будут получать ожоги. Второй вид – это лепестковая лампа. Удобно тем, что лепестки, они регулируются, то есть можно раскрыть и досвечивать растения. Можно направлять и, соответственно, тем самым обеспечивая достаточную освещенность. В зимнее время лучше фитолампы включать на 12 часов для того, чтобы обеспечить достаточное количество света, для того, чтобы процесс фотосинтеза проходил у растений. Тем самым они у вас будут и радовать своей зеленой массой, и не будут болеть. А для того, чтобы было удобно, можно дополнительно приобрести аксессуар, например, как этот держатель, и использовать его для растений, которые отдельно стоят. Потому что в квартирах у нас не всегда есть возможность подвесить лампу, либо поставить ее в нужном месте. Для того, чтобы как раз штатив, он регулируется, и можно выбрать любое расстояние для досветки цветов. Но обращаю внимание, что лампа не должна быть очень близко к нежным листьям цветов, потому что все-таки
она довольно мощная, и на листьях могут образоваться ожоги. И второй очень удобный аксессуар – это такой Wi-Fi адаптер. Можно скачать мобильное приложение и управлять также включением, отключением фитосвета с мобильного телефона. Но удобно будет просто настроить режим досветки в телефоне и уже об этом забыть. А для того, чтобы каждое утро не включать, не отключать наши фитолампы, можно приобрести дополнительные аксессуары, которые облегчат нашу жизнь. Это такой цифровой таймер. Для использования его сначала нужно настроить, выбрать режимы включения-отключения. Можно настроить, чтобы лампа работала каждую неделю 365 дней в году, либо настроить, например, чтобы фитосвет включался в 8 утра, выключался в 9 вечера, начиная с понедельника по воскресенье. Ну, вообще забота о комнатных растениях, это на самом деле важно. У нас полгода достаточно темно. Там света не то, что растениям, там, по-моему, нам не хватает. Ну, у нас круглый год на столе стоят красивые цветы. Я вообще не фанат искусственных цветов. Наши, конечно, очень милые, но вот живые цветы высадить. Кстати, в этом году первый раз буду пробовать свои силы. Желаем удачи, успехов Веронике. Ну, а далее давайте узнаем самые актуальные новости к этому часу. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Восток Госплан отнес Якутск к пятерке самых быстро растущих городов России. На протяжении 10 лет численность населения неуклонно увеличивается. А Якутск сегодня – это город, который сохраняет уважение к истории, но устремлен в будущее. Новые пространства, культурная и социальная инфраструктура – все это делает столицу Якутии современной, динамичной и открытой для своих жителей, подчеркнула директор Департамента поддержки и реализации территориальных проектов «Восток Госплан» Анастасия Ларина. Сотруднику, работающему в майские праздники, положена оплата в двойном размере. Об этом сказала член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Ольга Епифанова. Сенатор пояснила, что эта норма касается также тех работников, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам. По ее словам, если сотрудник отработал больше положенной нормы в месяц, то ему должны заплатить не меньше двойной ставки сверх оклада. Владимир Путин подписал закон, который разрешает осуществлять переподготовку педагогов и повышение их квалификации только в государственных организациях. Согласно новым нормам, дополнительное профобразование лиц, не являющихся педагогами, но желающих заниматься педагогической деятельностью по основным общеобразовательным программам, будет проводиться в государственных и муниципальных организациях. Доп. Образование в сфере физкультуры и спорта педагоги смогут получать в общероссийских спортивных федерациях. Новые нормы вступят в силу с 1 сентября этого года. Студенты Северо-Восточного федерального университета провели субботник. В преддверии Дня Республики такие акции проводятся по всему городу, и молодежь не осталась в стороне. На территории общежитий провели уборку снега и луж, пространство вокруг жилых корпусов стало чище. Ребята внесли свой вклад в улучшение условий проживания и внешнего вида студгородка. Субботник не только преобразил жилую зону, но и сплотил всех общим делом. В нашем общежитии проживает более 350 студентов. Они все очень дружно выходят на субботники, на разные мероприятия, которые мы проводим на территории. На прилегающих участках проходимость у нас большая, так как находится здание КФН, КТФ. Но студенты у нас очень большие молодцы. Всегда даже проявляют свою активность со своей стороны и никогда не отказываются. Относятся как к своему родному дому. В теплицах Агату цветут цветы и разные виды овощных культур. Выращиванием рассады занимаются преподаватели и студенты кафедры агрономии и химии. С февраля посадили рассады перца, помидоров, огурцов и свеклы, а также сибирской ягодной яблони. Особое внимание уделяют выращиванию более 20 тысяч цветов, которые украсят площади и общественные места Якутска. Уход за рассадой является частью учебной практики для студентов. Они по очереди поливают, рыхлят почву и выполняют другие необходимые работы.
На сегодняшний день у нас посажены перцы 3 разных сортов: богатырь, калифорнийское чудо и подарок Молдовы. В общей сложности порядка 2000 корней у нас посажено. Помидоров у нас тоже 3 сорта. Это дачник, москвич и сибирский скороспелый. В общей сложности где-то 6000 растений. Следим за температурой воды при поливе, следим за состоянием растений. По листьям, глядя на листья, мы определяем, каких элементов питания недостает, да, и своевременно подкармливаем. К этому часу все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Мы обсудили ключевые события, которые сегодня волнуют нашу республику, но давайте не забывать, что забота о важном начинается с заботы о себе. Переходим к рубрике, которая касается каждого без исключения. Сегодня поговорим о том, что тихо управляет нашим самочувствием, но громко заявляет о проблемах, об артериальном давлении. Знаете ли вы, что даже незначительные отклонения от нормы могут стать тревожным сигналом? Почему гипертонию называют тихим убийцей? Как вовремя распознать риски и сохранить здоровье сосудов? Советы врачей, мифы и простые правила контроля. Оставайтесь с нами, ведь эта информация может спасти чью-то жизнь. Доброе утро! Единственный способ узнать, есть ли у вас высокое или низкое артериальное давление, это его измерить. Понимание является ключом к контролю вашего артериального давления. Систолическое артериальное давление – это первое или верхнее число. Максимальное давление в артериях в момент, когда сердце сжимается и выталкивает кровь в артерии. Диастолическое артериальное давление – это второе или нижнее число. Показывает давление в артериях в момент расслабления сердечной мышцы, и оно отражает сопротивление периферических сосудов. Какое же число важнее? Обычно больше внимания уделяется систолическому артериальному давлению, это первое число, как главному фактору риска сердечно-сосудистых заболеваний, особенно для людей старше 50 лет. У большинства людей систолическое артериальное давление неуклонно повышается с возрастом из-за потери эластичности крупных артерий, увеличения частоты сердечных сокращений и развития сосудистых заболеваний. Но тем не менее повышенное систолическое или повышенное значение диастолического артериального давления может использоваться для постановки диагноза гипертонии. Риск смерти от ишемической болезни сердца и инсульта удваивается с увеличением систолического давления на 20 мм ртутного столба или диастолического на 10 мм ртутного столба от нормы среди людей в возрасте старше 40 лет. Нормальное систолическое давление – это 120-129 мм ртутного столба. Диастолическое артериальное давление – 80-85 мм ртутного столба. Высоконормальное систолическое артериальное давление – это 130-139 мм ртутного столба, а диастолическое – 85-89 мм ртутного столба. Если ваши показания артериального давления внезапно превысят 180 на 120 мм ртутного столба, подождите 5 минут, а затем снова проверьте артериальное давление. Если ваши показатели по-прежнему необычно высоки, боль в груди, одышка, боль в спине, онемение частей тела, слабость, изменение зрения или затрудненная речь, не ждите снижения давления. Возможно, у вас гипертонический криз. Необходимо немедленно обратиться к врачу. Позвоните 103. Ну, вот такое наше сегодняшнее утро. И возможно, что ваш мозг с утра устал уже от такого обилия информации. Самое время немного отдохнуть. Иногда мир требует остановиться, выдохнуть и просто быть. Видимо, именно так подумали в Токио, где на днях прошел необычный турнир в искусстве расслабления, в котором участники соревновались не в скорости, силе и выносливости, а в умении ничего не делать. Участники просто сидели, расслаблялись, а побеждал тот, чей пульс был самым низким и ровным. Никаких движений, только дзен. Но зачем? Все началось у художницы Ву Псианг, которая страдала от выгорания.
Она поняла, чтобы справиться с вечной гонкой за успехом, иногда нужно перестать стараться. Так родился чемпионат по расслаблению как лекарство против токсичной продуктивности. В Азии, где трудоголизм – часть культуры, такие турниры стали способом напомнить: отдых – это не стыдно. Уже несколько лет люди собираются, чтобы вместе ничего не делать и чувствуют себя лучше. Так что если вас назовут ленивым, просто скажите: я тренируюсь для соревнований. Может, это и есть секрет счастья? Вот это то соревнование, где я мог бы поучаствовать. Ну, я думаю, это не единственное Без соревнование. подготовки. Соревнование, где ты можешь без подготовки поучаствовать. Можно еще там самый экстремальный чего-нибудь. Нет, Так. это вообще такое очень демократичное соревнование для всех. Для всех. Не, мне кажется, сложно. Я вот, например, сидеть на месте, ничего не делать долго. Вот тебе будет еще полезно поучаствовать. Вот возьми просто. Да я же только при подготовке к этому уже сойду с ума. Ну, это может быть, ты так думаешь, а вдруг понравится. Ну, в общем, друзья, если вдруг сегодня у вас выдастся минутка немножко отдохнуть, да, абстрагироваться от всего, непременно это сделайте, и, возможно, вам станет лучше. И начинайте каждое утро вместе с нами. У нас весело и интересно. Пусть ваш день будет ярким, светлым, удачным. Хорошего дня. Увидимся завтра. До новых встреч.